И, к слову, о важности водного пути. Ежегодно в большинстве муниципалитетов паводковые воды размывают берега и близлежащие территории. А это ведет за собой смыв участков сельхозназначения. Чтобы остановить обмеление рек и вместе с тем снижение пассажиропотока в северные районы, нужно проводить дноуглубительные работы. Для многих жителей республики водный путь едва ли не основной. Павел Королев продолжит. Коми в лидерах по числу рек, но из-за обмеления значение этого ресурса для региона из года в год снижается. Особенно болезненно для населения и сокращение судоходства, в большей мере для северных районов. Так, дноуглубление Печоры не проводилось более 30 лет. Лишь на некоторых участках периодически возобновляется работа. А между тем, значение реки для республики стратегическое. Еще в апреле этого года эту проблему поднимали на круглом столе в Госсовете. Так, по мнению депутатов, необходим масштабный подход к углублению реки. Это увеличит грузопоток и позволит провозить по Печоре крупногабаритное оборудование для добычи углеводородов. Это северный широтный ход. Чтобы построить эту железную дорогу по нашей северной железной дороге, которая проходит через республику, должен быть очень значительный грузопоток, и обеспечить его, это значит улучшить качество железной дороги, создать новые рабочие места. И это тоже принципиальный момент, на котором я сегодня хотел бы заострить внимание. Между тем, дноуглубление Печоры могло бы минимизировать и последствия аномального паводка, который накрыл в прошлом году Уссылемский и Ижемские районы. Тогда большая вода пришла даже в те поселения, куда раньше не заглядывала. По словам экспертов, защитить от наводнений села Коми поможет только берегоукрепление, расчистка русел рек и их дноуглубление. Однако последнее нужно проводить регулярно. Так, в сыктывкарском местечке Алешино в прошлом году тоже не успели провести дноуглубительные работы, однако наверстать упущенное постарались в этом. Из-за снижения уровня воды в летний период пассажирские и грузовые суда вынуждены буквально вилять, чтобы не сесть на брюхо. Теперь же эта проблема должна уйти в прошлое. Сейчас, когда уровень воды высокий, работа земснаряда наиболее эффективна. И за 5 дней было выработано 38 тысяч кубометров грунта. Правый берег близ Ситкыркача проблемный берег, то есть подход имеется в виду так называемый не сам судовой ход, а подходы к причалам, к временным причальным сооружениям. И ежегодно данные работы необходимо выполнять. В прошлом году, к сожалению, не получилось их выполнить, не успели. В этом году работу спланировали, деньги были выделены, соответственно, работы проведены. Помимо проблем для судоходства, обмеление несет за собой глобальные последствия. Вода быстрее прогревается, а значит для некоторых ценных пород рыб она уже не подходит. Для республики это, кроме того, потеря заливных лугов, осушение болот и, как следствие, рост торфянников, которые очень хорошо горят и плохо тушатся. Поэтому экономическая эффективность дноуглубления не вызывает сомнений. Но здесь в противовес стоит финансовый расчет. 1 километр дноуглубительных работ стоит около 5 миллионов рублей. Павел Королев, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.